Фатима, а как вы себя чувствуете? Ну ничего, у меня ни температуры, ни насморка, ничего. Иногда вот по утрам чуть-чуть кашляю, все. Хорошо. Вы же пьете препараты? Я уже ничего не пью, я 6 дней пропила вот этот Это вы пили, да. Да. азитромицин, витамины пью Д Да, и... вот витамины продолжайте. Асида Агарба – заместитель главврача Сухумской районной поликлиники. По специальности врач-гастроэнтеролог. В данное время в связи с острой необходимостью она исполняет обязанности участкового врача. А слабость ваша прошла? Сейчас лучше, конечно, намного. Хорошо. Я позавчера вот рентген сделал, я сегодня в районную поликлинику собираюсь, там Вахтанговичу звонили, мы, он говорит, до 2 часов работаем. Да, мы вас ждем. Решение сдавать тест на COVID-19 пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию принимает участковый врач. Звонок поступает на телефон горячей линии. Затем обратившегося направляют в поликлинику по месту жительства. И только после консультации с врачом становится ясно, нужно ли делать тест. Если у нас больной начал температурить или у него появилась какая-то клиника, мы ему пишем направление на определенные исследования. Это ПЦР-диагностика, рентген, лабораторная диагностика. Мы направляем всех по направлению в инфекционную больницу, с которой мы тоже взаимодействуем, и у нас есть с ними обратная связь. И мы их отправляем, ждем результатов ПЦР, но они изначально начинают получать либо профилактическую, либо лечебную терапию, в зависимости от самой клиники. Не нужно лишних слов, чтобы понять, количество исходящих и входящих звонков огромное. Больной может позвонить в любое время суток. На попечении одного врача находится более 150 человек. Общение с больными происходит дистанционно. Всю информацию о лечении пациенты получают по телефону. При этом на каждого заведена карточка. Каждый из них знает мой номер телефона. Они мне все звонят. Я звоню им каждый день. Если это в стадии разрешения заболевания, я звоню им через день. Но они мне тоже звонят, если их что-то беспокоит, если они нервничают, если они волнуются, если их интересует какой-то вопрос, если им что-то советуют, и они сомневаются, они всегда звонят мне. Я всегда им отвечаю, я всегда их контролирую, я наблюдаю динамику. И у нас все спокойно. У нас хорошие показатели. У нас минимальное количество людей, которые поступили в Гудаутский ковид-госпиталь с осложнениями. И это большая часть из них, там где-то человек 11 до 15 человек, большая часть из них, которая просто не выполняла клинические рекомендации по той или иной причине. Сухумская районная поликлиника обслуживает 13,5 тысяч человек. Всего в административном персонале учреждения 37 медработников. Это школьные врачи и медсестры, фельдшеры, 2 ФАПов и сельской врачебной амбулатории на ПСХУ. В самой поликлинике непосредственно с ковид-пациентами ежедневно проводят консультации всего 2 человека – главврач и его заместитель. Поликлиника практически работает в штатном режиме, несмотря на то, что есть свои проблемы у нас в общей сложности сейчас. Отсутствует 11 человек персонала по разным причинам, от заболевания до просто самоизоляции из-за контакта какого-то где-то. И хочется призвать, просто воспользоваться случаем, призвать население меньше участвовать в массовых мероприятиях, больше находиться дома, меньше контактов. Из-за того, что в поликлинике мало медперсонала, отправить кого-то на работу в Гудаутскую районную больницу нет возможности. У нас нет такого штата даже. Если мы кого-то туда выделим, у нас станет вся поликлиника. Участковый врач филиала первой Сухумской городской поликлиники Оксана Лакирбая уже и не помнит, когда в последний раз у нее был выходной. Иногда даже нет свободной минутки, чтобы пообщаться со своими 2 детьми. Она принимает в день до 300 звонков. Кроме того, на WhatsApp Оксаны непрерывно приходят сообщения от больных COVID-19 и их рентгеновские снимки. Даже во время нашей съемки телефон врача не умолкал. Я пытаюсь как-то физически ответить на каждый звонок. Это раз.
плюс рентгенолог, работающий во дворе инфекционной больницы. Всем больным, которым снимается рентген под моей фамилией, все рентгеновские снимки скидываются по WhatsApp мне. То есть в онлайн-режиме я вижу каждого больного до того, как он до меня дойдет. Вот. Плюс скидываются анализы, то есть те же дедимеры, те же анализы крови. То есть огромное количество информации приходит на телефон, и физически ответить на каждый звонок, ответить на ватсаповскую переписку, откорректировать лечение каждому. Там получается один пациент по запросу, потом у него заболевает вся семья, там еще заболевают дети, приходится вести всю семью, потому что они на изоляции. За участковыми этой поликлиники закреплен новый район столицы, однако к врачу обращаются и жители старого поселка, улицы Чанба и даже турбазы. Более 500 точно человек у меня, которые наблюдаются. Это в общем. Пациенты в связи с тем, что не всегда дозваниваются и не всегда знают своих участковых врачей, они попадают к нам уже, конечно, в какой-то степени запущенности процесса. Обращаются они чаще всего тогда, когда уже им соматически уже плохо, когда лечение назначенное не помогает, какой-то период на домашнем лечении прошел, обращаются к нам достаточно много людей. Причем они обращаются не только по участку, не только по новому району. То есть работает так называемое сарафанное радио, передают друг другу, кто кого лечил, а потом попадают уже не по участку, отказывать мы не имеем права. Выходных у Оксаны Лакирбая просто нет. В субботу и воскресенье она дежурит в Сухумской городской больнице и первой поликлинике. Всего в филиале первой поликлиники 4 участковых врача. Один из них сейчас находится на самоизоляции. Так что участковые врачи работают практически на износ. Объем сумасшедший, если я вам скажу. Мы не спим. У меня телефон звонит с 5:30 утра до 1:30 ночи. И был пациент вчера, который в 2:30 позвонил с претензиями, что он не дозвонился до меня 2:30 ночи. Я говорю, я хотя бы сплю иногда. Хоть часик, если вы мне дадите поспать, я смогу вас дальше вести. В связи с ростом заболеваемости в республике и нехваткой медперсонала врачи не устают обращаться к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности, чтобы не создавать проблемы ни себе, ни другим. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.